На канале ТНТ МИАС информационная программа «День за днем». В студии Оксана Лыткина. Здравствуйте. И коротко о главных событиях среды 1 августа. 5000 за управление автомобилем в нетрезвом виде. На практике это самое легкое наказание для пьяных водителей. Артишок в МИАСе. 1 сентября 20 творческих коллективов города представят свои работы на суд зрителей. Опасная красота. Представление фаер-шоу пользуется все большей популярностью у жителей МИАСа. В этом году на дорогах области наблюдается рост дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине нетрезвых водителей. Некоторые автомобилисты полагают, что можно избежать наказания, если отказаться от прохождения медицинского освидетельствования. Однако это серьезное заблуждение, ведь сам по себе такой отказ уже является основанием для того, чтобы лишиться прав на 1,5–2 года. Нет сомнений в том, что пьяный водитель представляет реальную угрозу на дороге. Человек в состоянии алкогольного опьянения не может полноценно управлять автомобилем. Он становится неадекватен, а реакция его замедляется. При этом даже минимальные дозы спиртного чреваты серьезными последствиями. Ежедневно на дорогах по вине пьяных водителей гибнут взрослые и дети. Повлиять на страшную статистику способны лишь мы сами. В условиях высокой интенсивности движения от водителя требуется не только высокая дисциплина, но и водительская культура. Помните о жутких последствиях, которые поджидают вас на дорогах. И главное, ни в коем случае не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Пьяный водитель за рулем – это, как правило, неминуемое несчастье. Лишение прав и административное наказание – это лучшее, что может произойти с пьяным водителем. Куда хуже, если он попадет в аварию, и по его вине пострадают люди. В этом случае ему уже грозит уголовное наказание. ГИБДД МИАСа предупреждает, ни при каких обстоятельствах не садитесь за руль в нетрезвом состоянии. Подумайте о серьезных последствиях своего поступка. Принят новый закон о донорстве крови. Он предоставляет гражданам право выбора между безвозмездной сдачей или сдачей крови за плату. Для лиц, награжденных знаком «Почетный донор России», теперь предусмотрена ежегодная денежная выплата из федерального бюджета в размере 9959 рублей. Новый закон также устанавливает требования к донору, его права и обязанности, а также меры социальной поддержки, предоставляемые тем, кто безвозмездно сдал кровь. В частности, такой донор обеспечивается бесплатным питанием за счет принявшей кровь организации. А человеку, безвозмездно сдавшему 2 максимально допустимые дозы крови или ее компонентов, предоставляется право на первоочередное приобретение по месту работы или учебы льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Еще одно ключевое нововведение – создается единый для всей территории страны банк данных крови и сдающих ее людей, в который будут вноситься биометрические персональные данные донора. Войдут в банк и данные о лицах, которым по каким-либо причинам в донорстве отказано. Это необходимо для обеспечения безопасности и самих доноров, и пациентов, для которых сдавалась кровь. Часть положений начнут действовать уже через полгода с момента опубликования, другие – только в 2016 году. Сегодня в администрации МИАСа прошло организационное совещание по проведению областного фестиваля «Артишок». 1 сентября впервые одновременно на 2 концертных площадках в Челябинске и МИАСе пройдет праздник талантливой молодежи. Ранее, в День знаний, фестиваль проходил только в областном центре. В этом году МИАСское отделение общественной организации «Совет родителей» выступило с инициативой сделать дополнительную площадку на территории своего города. Традиционно организатором праздника выступают общественные организации при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области. В целом «Артишок» – это праздник детства, искрометного юмора и ребяческих улыбок. Его основная задача – это привлечь ребят, талантливых ребят, дать им возможность выступить на открытой площадке. У нас там нет победителей, нет проигравших. То есть ребята все выступают на одной площадке, на открытой площадке. И у них есть возможность действительно представить свои какие-то достояния, свои достоинства. Мероприятие проходит в формате концерта с участием танцевальных, вокальных, театральных коллективов, а также с проведением конкурсов и викторин. Для многих ребят «Артишок» уже стал стартовой площадкой для открытия новых возможностей для профессионального роста. Организаторы предлагают образовательным учреждениям и культурно-досуговым центрам МИАСа принять участие в фестивале талантливой молодежи «Артишок». Для этого до 15 августа необходимо заполнить заявку на участие в фестивале и отправить ее на электронный адрес организаторов.
Освоение огня стало переломным моментом в социальной эволюции человека, позволившим людям готовить и защищаться от хищников. Позже огонь получил более широкое применение. В наше время пользуются популярностью огненные представления, так называемые фаер-шоу. Зрелищные и эпатажные они проходят и в нашем городе. Не играйте с огнем, еще с детства предостерегали заботливые родители. Но что если искусство имеет огненное воплощение? Захватывающий дух хобби требует немало смелости и предельную осторожность. Люди с древних времен любили огонь, потому что это жизнь, это еда, и это красиво, это завораживает. И если к этому подходить сознанием дела и с интересом, то ничего страшного нет, все легко и просто. Настоящий фаерщик с легкостью управляется огнем, вырисовывает в воздухе огненные фигуры и выполняет сложные элементы – стафы, палмы, веера и, конечно же, керосин – атрибуты этого завораживающего и экстремального искусства. Но стоит заметить, что фаер-шоу – это не только умение ловко махать огнем. Огонь, люди и музыка должны слиться в одно гармоничное представление. Тем, кому это нравится, кого зацепит за душу, они пойдут дальше заниматься. Кто покрутить, повыпендриваться пошел, и все, они сразу отбывают. Потому что им не хочется трудиться, им просто хочется что-то такое. Это же все равно труд. Шоу захватывает дыхание и заставляет замиранием сердца наблюдать за мастерством укротителя огня. За этим всем стоят усиленные ежедневные тренировки, которые помогают фаерщикам показывать не только красивые, но и безопасные номера. Предоставляет место для еженедельных занятий руководство стадиона «Северный».